Здравствуйте, ребята! Начинаем наш онлайн-урок по физической культуре. Тема сегодняшнего урока – история развития спортивной игры баскетбола. Цель урока – овладение техникой ловли и передачи мяча в движении, закрепление техники ведения мяча с изменением направления движений. Начинаем наш урок веселой зарядки. Ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы? Отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы? Я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку на веселую зарядку. Приготовились? 3, 4, 5. Все разрабатываем руки. Нету места больше скуки. Все разрабатываем плечи, чтоб по ходах было легче. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Не халтурить. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Разрабатываем ноги, чтоб не уставать в дорогу. Прыгают, скачут все на свете, даже зайцы и медведи. А жирафы и слоны скачут прямо до луны. Дали тихо на носочки, тянем руки, что есть мочи. Прям до неба дотянись. Выдыхаем, руки вниз. Поздравляю, все в порядке, молодцы. Правила по предупреждению травматизма на уроках по баскетболу. При бросках мяча в корзину не бить по рукам, не толкать в спину, не бросать через руки, не стоять под корзиной, видеть отскок мяча, не наступать на ноги, не отбивать мяч спиной. Во время игры не выбивать мяч сверху во время ведения его соперником, не бить по рукам, не вырывать мяч сзади, через бедро одной рукой. Не выставлять бедро, не делать подножки, не толкаться локтями, не толкать спину, не цеплять соперника за руки. В НБА играли многие известные спортсмены. В их числа могут быть названы Боб Коузи, Уилл Чемберлен, Оскар Робертсон. Баскетбол, баскет, корзина, бал, мяч. Командная игра с мячом. В баскетбол играют две команды. От каждой команды на площадке находится по 5 человек. Всего в команде 12 человек. Замены не ограничены. Цель каждой команды забросить руками мяч в кольцо сеткой соперника и помешать другой команде овладеть мячом и забросить его в свое кольцо. За мяч, заброшенный с ближней и средней дистанции, засчитывается 2 очка, стальный 3 очка. Штрафной бросок оценивается в 1 очко. Стандартный размер баскетбольной площадки 28 метров в длину и 15 метров в ширину. Баскетбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Баскетбол входит в программу Олимпийских игр с 1936 года. Регулярные чемпионаты мира по баскетболу среди мужчин проводятся с 1950 года, среди женщин с 1953 года, а чемпионаты Европы с 1935 года. Правило. Баскетбол играют две команды, обычно по 12 человек, от каждой из которых на площадке одновременно присутствует 5 игроков. Цель каждой команды в баскетболе – забросить мяч в корзину соперника и помешать другой команде, овладеть мячом и забросить его в корзину своей команды. Мячом играют только руками, бежать с мячом, не ударяя им в пол, преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой частью. Ноги или бить по нему кулаком является нарушением. Случайно же соприкосновение или касание мяча стопой или ногой не является нарушением. Нарушение. Аут. Мяч уходит за пределы игровой площадки. Пробежка. Игрок, контролирующий живой мяч, совершает перемещение ног сверх ограниченных, установленного правилами. Нарушение ведения мяча, включающее в себе пронос мяча, двойное ведение. 3 секунды. Игрок нападения находится в краске прямоугольного зона под кольцом.
соперника более 3 секунд, в то время, когда его команда владеет живым мячом в зоне нападения. 5 секунд. Игрок при выполнении выбрасывания не расстается с мячом в течение 5 секунд. Плотно пикаемый игрок не начинает ведение, не отдает передачу и не делает бросок в кольцо в течение 5 секунд. 8 секунд. Команда, владеющая мячом в тыловой зоне, не вывела его в переднюю зону за 8 секунд. Победителем в баскетболе становится команда, которая по окончании игрового времени набрала большее количество очков. При равном счете по окончании основного времени матча назначается овертайм. Обычно 5 минут дополнительного времени. В случае, если и по его окончании счет будет равен, назначается второй овертайм и так далее, до тех пор, пока не будет выявлен победитель матча. За одно попадение мяча в кольцо может быть засчитано разное количество очков. 1 очко – штрафной бросок. 2 очка – бросок со средней или близкой дистанции. 3 очка – бросок из-за трехочковой линии на расстоянии 6 метров 75 сантиметров. Игра официально начинается спорным броском в центральном круге, когда мяч, правильно отбив одной из спорящих. Матч состоит из 4 четвертей, длительность каждые 10 минут, с перерывами по 2 минуты. Продолжительность перерыва между второй и третьей четвертями игры 15 минут. После большого перерыва команды должны поменяться корзинами. Правила баскетбола «Жесть судей». 1 очко. 1 палец опустить в кисть. 2 очка. 2 пальца опустить в кисть. Попытка трехочкового броска. 3 пальца. Удачный трехочковый бросок. 3 пальца на каждой руке. Отмена попадания или игрового действия. Однократное сведение и разведение рук. Итак, судья уже показал тип нарушения правил и определил меру наказания для него. Последняя группа жестов баскетбольных судей относится непосредственно к выполнению штрафных бросков, свободных бросков. Причем вид жеста отличается в зависимости от того, находится ли судья внутри ограниченной зоны, либо за ее пределами. 1 штрафной бросок, 1 палец горизонтально, 2 штрафных броска, 2 пальца горизонтально, 3 штрафных броска, 3 пальца горизонтально. 1 штрафной бросок, указательный палец, 2 штрафных броска, пальцы вместе на каждой руке, 3 штрафных броска. Контрольные вопросы. Перечислить способы передачи мяча. Ошибка при ловле мяча. Что такое передача мяча? Какие правила следует запомнить при ведении мяча? Спасибо за внимание.